Меня зовут Ярхамов Ильнур, и с вами проект «Татары мира». С подачи депутата Госдумы Татарстана Гильмуддинова в России активно обсуждается вопрос о графе «национальность» в паспорте. Обсуждение идет бурное, активное и, может быть, даже чересчур искреннее, эмоциональное. Во-первых, по поводу того, нужна эта графа или нет, разделились русские националисты. Так, русский писатель, шовинист и татарофоб Егор Холмогоров написал у себя в телеграм-канале, что эта строка не нужна. Отсутствие этой строки помогает русским в России ассимилировать другие нерусские народы. По его словам, графа «национальность» на всю жизнь закрепляет человека в определенном этническом кластере. Однако сейчас, когда русские в целом политически на подъеме, она будет прежде всего сдерживать процесс русификации как малых народов, так и близких этносов, прежде всего в Поволжье. Искусственно зафиксировав этот статус, к примеру, у удмурта, мало того, передавая его по наследству, это будет касаться сотен, тысяч, миллионов людей. А там, где националы по паспорту, там и нацреспублики и их неприкосновенность. То есть речь идет и в чистом виде о многонациональском вредительстве, сорвав намеченное формирование русской большой нации и сохранить многонационалочку на десятилетие. Почти такой же русский шовинист, но еще хуже и моложе журналист Андрей Афанасьев считает, что из-за этой строки «национальность» России и вовсе грозит потеря территориальной целостности. Но вот, например, автор сайта «Царьград» Владимир Хомяков не согласен с Холмогоровым и Афанасьевым и поддерживает возвращение графы «национальность» в паспорт. Инициативу Ильдара Гильмуддинова можно только поддержать. Она говорит о том, что сегодня разворот России к русской цивилизации и ее подходам все же идет. А один из этих подходов состоит как раз в том, чтобы, встречаясь на улице, молодые люди в майках с надписью «Я русский», «Я аварец», «Я калмык» и так далее чувствовали друг другу прежде всего взаимное уважение, ибо манкуртов, отрекшихся от своих корней и своих предков, не уважает ни один народ. Вполне органично, что в соцсетях различные авторы, которые относятся к тюркским и финно-угорским народам, выскажутся в пользу графы «национальность», потому что это закрепляет, укрепляет национальную идентичность. По факту об этом говорят и Холмогоров, и Афанасьев, и Хомяков, только с разными значениями. Но депутат Ильдар Гильмуддинов заявил эту идею о возврате графы «национальность» исключительно в том контексте, что в Комитете Госдумы по национальностям тему о графе «национальность» периодически поднимают представители коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Почему это им так важно? А все просто. В нашей Конституции России прописан не только государствообразующий народ со своим русским языком, но и коренные малочисленные народы. Российская Федерация гарантирует права коренных малочисленных народов в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права и международными договорами Российской Федерации. При этом все эти малочисленные коренные народы Сибири, Севера и Дальнего Востока имеют конкретные преференции, квоты на рыбалку и охоту в местах своего традиционного проживания. Именно перед этими народами стоит острая нужда доказывать свою этническую принадлежность, чтобы получить небольшие поблажки от государства, чтобы выжить в суровых климатических и географических условиях. Вообще, мы, конечно, очень удивлены и недовольны качеством дискуссии. Что-то никто ни с каких сторон не говорит, что вообще-то выражение своей национальной идентичности – это наше с вами конституционное право. Каждый вправе определять и указывать свою национальную принадлежность. Никто не может быть принужден к определению, указанию своей национальной принадлежности. И все. И не надо участвовать в этих бессмысленных спорах за или против. К сожалению, но сегодня наше это конституционное право никак не реализуется.
Мы указываем нашу национальность в свидетельствах о рождении детей, в военном билете, может еще в партийном билете, и все. В общем, друзья, я тут подготовил очень обстоятельное интервью с Михаилом Тодышевым. Он эксперт по законодательству о правах коренных и малочисленных народов и председатель Совета старейшин шорского народа. Михаил Тодышев практически всю жизнь борется за то, чтобы вернуть строку «национальность» в паспорта. В беседе со мной Тодышев рассказал, каким образом в 1997 году была отменена строка «национальность» в паспортах России. Каким образом некоторые национальные республики пытались сохранить эту строку. Также мне Михаил Анатольевич рассказал, сколько попыток предприняли представители малых коренных народов на этом непростом пути и какую бессмысленную им альтернативу в итоге предложило Федеральное агентство по делам национальностей. В описании под видео будет ссылка на мою статью с Тодышевым. Всем читать важное знание, которое нам передает уважаемый Шорец. На днях представитель Всемирного конгресса татар Тюменской области Ринат Насыров рассказал, как татары Сибири готовятся к предстоящей переписи населения. По этому поводу была организована пресс-конференция с участием активистов и общественников из числа татар Сибири. Если суммировать все высказывания Рината Насырова, то в сухом остатке получается несколько тезисов. Во-первых, у татар Сибири есть серьезные проблемы с татарским языком, и в этой проблеме есть вина у Татарстана. Во-вторых, у татар Сибири тают кадры и компетенция в вопросе сохранения, развития, преподавания и изучения татарского языка. В-третьих, если и преподавать татарский язык в школах Сибири, где проживают татары, то вкупе с сибирско-татарским диалектом, ну или как в Сибири считают сибирско-татарским языком. В-четвертых, в предстоящую перепись татары могут записаться как татарами, так и сибирскими татарами. Пусть записываются как хотят. Трения и напряжения между простыми татарами и сибирскими татарами в Сибири нет. Вот на таких позициях стоит сегодня представитель Всемирного конгресса татар в Сибири, в Тюмени, в Тюменской области Ринат Насыров. Ну что, давайте рассмотрим детально каждый пункт. Свое выступление Ринат Насыров начал с того, что в Сибири он и общественные организации, подвязанные к нему, татарские интересы блюдут. Dürüst aytganda bugungi kunga nindigina ish ishlanmasa, onun tüp maqsadi tatarlarning soni bo'lsinmi, tatarlarning urug'-odatlari bo'lsinmi, tatarlarning kengligi bo'lsinmi, biz u xallarni nindigina ish olib bormasak, unda u xabarni aytib bitamiz. Birinchidan, mana tatar uyushmalari yig'ilgach, Koordinatsiya bek zo'r ish ishlandi. Aytdik, u bizning endi islom dini bilan to'yilgan hal bo'ldi. İftarlar uzarıldı avullarda. Yanında biz iş sıralını her vakit ko'tarishdik. Tatar balık sani, tatar tili, tatarning işleligi, urug'-odatlari, tarixi degan lektorlar da bo'ldi. Затем Ринат Насыров перешел к проблеме взаимоотношений татар Сибири с Татарстаном. Bugungi kunga bizga Tatarston bilan yengil tugul ishlarga. Bu tema bo'yicha da. İlk vaqtlarda bizning biladrik Tatarston bilan beylangan bugungi kunga institut ma'arif ishlarida, ular beylangan yaxshi o'qituvchilar, madaniy yurtlardan ishlovchilar kelib, ul hal baradir. По словам Насырова, сейчас таких связей между Татарстаном и Тюменской областью не наблюдается. Более того, есть еще одна проблема. В Тобольске и в Тюмени раньше был институт, который готовил татарские педагогические кадры. Они прекратили свое существование. Но из Казани прибывали специалисты и готовили других специалистов. Но и этого сейчас тоже нет, сетовал Насыров. Поэтому сегодня, говорит глава тюменских татар, татарам Сибири приходится надеяться только на самих себя. Шуңа күрә бүгенге көнгә без алдагы көнебезне күрәбез, әйтик, ничектер үзебезгә таянып кына эшләргә дигән сүзне. Татары Сибири сегодня собрались в ассоциацию этнокультурного компонента. Туда вошли около 48-47 школ. Ассоциацию возглавляет Хисматуллин Саид Заирович. Но так как он сам госслужащий, сам является директором школы, то развивать тему со школами с этнокомпонентом он не может, посетовал Ринат Насыров.
Поэтому сегодня единственное, что остается татарам Сибири, это как-то выбивать книги и учебники у Татарстана. Шуңа күрә без инде үзебезнең теләкләр белән Фәрит менә монда утыра яныгызда ничектер Татарстан бәйлән дигән хәлне конгресс аркылы, мәгариф эшләре аркылы, китаплар аркылы шул хәлдә генә бара бүгенге көнгә. В общем, татары Сибири считают, что если кто сегодня и знает родной татарский язык, то это подрастающее сегодня молодое поколение татар из деревень. Председатель Тюменской областной молодежной татарской общественной организации Яш-Пуан Фарид Курманов так говорит о проблеме учителей татарского языка. Хәзерге укыта торган татар телебезне укыта торган укытучыларыбыз да яшьләре дә зурая, һәм алар инде ялга да китә башлыйлар. Аларның урынына килеп керә торган, укыта торган телебезне саклый торган укытучыларыбыз да бетәчәк. Фарид Курманов надеется, что Татарстан все-таки как-то сможет решить этот кадровый вопрос в Сибири у местных татар. Курманов также заявил, что татарам в Сибири нужны материалы, книги для детей дошкольного возраста. Другая проблема, которая сегодня стоит перед татарами Сибири, это доступность к природным ресурсам на традиционных их местах проживания. Говоря проще, татары в Сибири не могут охотиться, рыбачить и собирать ягоды там, где их предки этим занимались на протяжении нескольких столетий. Но в чем же заключается обвинение Рената Насырова в том, что Татарстан не дорабатывает в отношении татар Сибири и татарского языка там? Итак, по его словам, сегодня есть два министерства. Это Минобр Татарстана, под началом которого работает Региональный институт развития образования, и второй, с другой стороны, в Тюмени есть департамент образования. Под его началом работает Тюменский областной государственный институт развития регионального образования. Говоря короче, ТОГИРО. Насыров предлагает взглянуть на статистику. Итак, из 140 школ, где раньше преподавался татарский язык, на сегодня осталось 47 школ. И вот благодаря взаимодействию Министерства образования Татарстана и Департамента образования Тюменской области преподавание татарского языка сократилось в 3 раза. Без күрәбез менә бу эшләү бүгенге көнгә, тату эшләү Тагиру белән Төмәннеке и Региональный институт развития Татарстанныкы, и Министерство образования Татарстанныкы и Төмәннеке килеп чыгарды 3 тапкыр кимрәк мәктәпләр булды. При этом Насыров указывает, что не только сократилось количество школ, также сократилось и количество часов преподавания. И во всем виноват Татарстан. Легитимность бирә бу хәлгә Төмән өлкәсендә сезнең институт регионального развития образования Татарстанныкы, подведомственное учреждение Министерства образования. Бу бирә легитимность. Түгәрәк стәл уздыра да монда килеп, катнашкан була да, бөтен нәрсә Төмәндә әйбәт, яхшы, шулай барсын дип кайтып китә. Безнекеләр чыгаралар аның аркылы тәкъдим. Хөрмәтле департамент образования Төмәннеке, безнең татар теле буенча, алар укытучылар хәстәрлеге буенча, укучылар бернинди проблема юк дип. По мнению Рената Насырова, Министерство образования Татарстана на ситуацию с татарским языком в Тюменской области должно смотреть несколько критически. Насыров призывает изменить работу татарского министерства, которое есть сейчас. Иначе они могут вообще не суваться в Тюменскую область, потому что местным татарам пользы от Минобра Татарстана никакой нет. Более того, считает Ренат Насыров, в Тюменской области и вовсе сейчас такая ситуация, что официальные региональные властные структуры нацелены на ассимиляцию местных татар. Төмән основной поставщик бюджета Российской Федерации. Монда җирле халык тора. Татарлар, Сибир татарлары. Аларның араларын бүгенгә киметергә тырышалар бөтен структура. Бюджет бүгенге комитет гармонизации межнациональных отношений Төмән өлкәсендә 700-дән артык 900 миллионга хәтле җитәдер. Бөтенесе уйлыйлар, что комитет по гармонизации межнациональных отношений ул безне гармонизирует итә, татарларны санында, аларның дәрәҗәсендә, аларны күтәрү хәлдә юк. Ул бүгенгә татарлар саны киме булсын, кимесен дип, алар ассимиляция итсен дип, шуның өчен бирелгән акча ул. Без Татарстаннан әргенә ярдәм алып, китаплар алып, монда бизнесменнар оешмалар җитеп, ул шуның хәтле мал бирелгән татар урыс булсын дип, без каршы чыга алмыйбыз.
Biz аны жеңе алмыйбыз бүгінгі күнге. Поэтому Насыров призывает к поиску путей сохранения татарской идентичности за пределами Татарстана. Видимо, у Насырова отсюда и позиция, что раз местные власти в Тюменской области настроены против татар, а Татарстан не шибко-то и чешется, чтобы поддержать татар и татарский язык в Тюменской области, то значит в школах наряду с литературным татарским языком нужно преподавать еще и сибирско-татарский диалект, или язык. Ну и особой разницы между тем, как записаться татарином или сибирским татаром, он тоже особо не видит. Мында ике безнең проблем. Берсе туган тел дигәч инде, родной язык дисәгез. Безнең бар бүгенге көнгә шуймы-шамыймы Себердә торган татарларыбыз, Себер татарлары. Алар туган телен авыл җирендә компактына бөтенесе беләләр. Үзгәрешләр бар. Әдәби телендә бүгенгә без мәктәптә укытабыз. 2нче класстан по-моему баштана кайдыр бүтәнрәк, анда әдәби теленә кирип баралар. Бер качан да әдәби теле бүгенге көнгә авырлык китермәде Себер татар теленә. Һәр вакыт ярдәмчелек булды. Аның аркылы без аралаштык, аның аркылы без үзебезне татар халыгы дип күрдек. Бүгенге көнгә, әлхәмдүлилләһ шөкер, без ярдәм итәбез, тырышабыз. Себер татар телендә китаплар чыга. Шуңа күрә без куябыз. Факультативно Себер татар телен кертергә кирәк бүгенге тырышырга мәктәпкә. ФГОС буенча әдәби телен көчләтергә кирәк бүгенге көнгә. Ну и несколько слов про сибирско-татарскую идентичность. Татар саны буенча бер дә кайгырмагыз бүгенге көнгә. Бер нинди проблема безнең Төмән өлкәсендә татар буламы, Себер татары буламы, аны кайгыра кирәкми. Безгә тырышырга кирәк бүгенге көнгә, чтобы Себер татарлары язылсын Себер татарлары дип, татарлар язылсын татарлар дип. Аларның пропорция, соотношение ул гомма берничә гасырда эшләнгән инде. Еллар буе, меңнәр ел уж эшләнгән. Ул бер дә үзгәрәчәк түгел. Кемдер нәселендә бүген Себер татары кергән, кемдер Казан татары кергән, кемдер Мишәрләр кергән, ул уже бәйләнгән безнең. Безнең бер ара бер нинди противоречие юк. Итак, Ринат Насыров допускает возможность преподавания татарского литературного языка наряду с сибирско-татарским диалектом. Ринат Насыров допускает существование как татарской, так и сибирско-татарской идентичности, которое может быть отражено и во время переписи. И с другой стороны, у Насырова есть конкретные претензии к тому, как Татарстан в регионах России работает с преподаванием татарского языка. И в то же время самих сибирских татар не особо жалуют в Тюменской области, так и потирая руки от желания их ассимилировать. Друзья, делитесь в комментариях вашим мнением, что делать татарам Сибири. Как вы видите, Ринат Насыров по ситуации у сибирских татар тот еще узел завязал. Нам до празднования 650-летия Куликовской битвы в 2030 году еще 9 лет, а вокруг исторического события Средневековья уже начали слагать мифы и легенды. Причем вокруг этого события и раньше слагались легенды, причем очень даже капитальные. Но 2021 год также выдал новую порцию мифов. Итак, еще 8 апреля президент России Владимир Путин подписал распоряжение о праздновании 650-летия Куликовской битвы в 2030 году. Правительству России было поручено создать оргкомитет, который бы начал планировать этот праздник, который состоится через 9 лет. А 26 июля 2021 года уже вышло сообщение на сайте Миноборнауки, что оргкомитет по празднованию 650-летия Куликовской битвы учрежден. В его состав вошли зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова, председатель Ассоциации Российское историческое общество Сергей Нарышкин и губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Также вошли помощник президента РФ Владимир Мединский, министр культуры РФ Ольга Любимова, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирик Файзулин и руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Дагузова, заместитель министра науки и высшего образования РФ Елена Дружинина, а также руководители предприятий Тульской области и общественных организаций. Но почему-то ряд федеральных СМИ, а именно Интерфакс, Известия и МК и так далее, тиражируют в виде справочки о событии 1380 года вот такое предложение.
Куликовская битва состоялась 8 сентября 1380 года на поле за Доном и Непрядвой. Победа русского войска над Золотой Ордой окончательно утвердила авторитет Москвы как центра единого русского государства. Это предложение не соответствует действительности, потому что Дмитрий Донской воевал с Мамаем, который не был никаким правителем Золотой Орды. Он просто не мог представлять это средневековое государство. Ханом был Тохтамыш. И он, Дмитрия Донского и вообще Москву сурово наказал в 1382 году. Да-да, через 2 года после Куликовской битвы. Авторитета Москвы не хватило, чтобы собрать вновь русских князей, чтобы они помогли отразить атаку Тохтамыша. А вот на сайте Минобрнауки России есть очень корректная справка по событию 1380 года с небольшим нюансом. Куликовская битва между русским войском во главе с Дмитрием Донским и войском Беклярбека Золотой Орды Мамая состоялась 8 сентября, 21 сентября по новому стилю 1380 года на поле за Доном и Непрядвой. Победа русского войска окончательно утвердила авторитет Москвы как центра единого русского государства. Да, Мамай был Беклярбеком во время Куликовской битвы, но он причинял головную боль легитимным золотоордынским ханам Чингизидам, в том числе и Тохтамышу. Что насчет авторитета Москвы как центра единого русского государства, так, на мой взгляд, тезис спорный, потому что этот самый авторитет после Куликовской битвы еще долго и много раз оспаривали другие русские княжества. Но заметьте, в сообщении Минобрнауки России нет явного противопоставления Дмитрия Донского с его московским княжеством Золотой Орде. А этим грешат сегодня федеральные СМИ. Вот вам и миф 2021 года. Хотя у нас есть подозрение, что противопоставление Московского княжества и Золотой Орды современные СМИ тащат прямиком из Средневековья. И это еще начало только. А что думает о Куликовской битве, например, сам президент России Владимир Путин? Просим у вас прощения за плохое качество видео. Лучше мы, к сожалению, не смогли найти. Мы в следующем году празднуем 625-летие победы в Куликовской битве, и предводитель засадного полка был Серпухович, князь Владимир Храбрый. Скажите, пожалуйста, как нам попасть в вашу рабочую поездку, чтобы вы нас посетили? И можно ли я вам передам наш символ, чтобы вы нас не забыли? Спасибо большое за символ. Надеюсь, не будет идти речь на встрече о льготах для участников Куликовской битвы. Но некоторые вещи, связанные вот с такими событиями, мы, конечно, можем и должны к ним очень внимательно отнестись, посмотреть на реалии, которые происходили тогда. И таким образом, чтобы это помогало нам в развитии сегодня и завтра. Вот там очень интересные наблюдения есть по поводу того, кто с какой стороны воевал. И да-да, там любопытно, там и с одной, и с другой стороны были русские полки. И с одной, и с другой стороны была татарская конница, которая русскими использовалась как главная ударная сила. Это любопытные страницы нашей истории, на которые сегодня мы можем посмотреть без всяких идеологических предрассудков. Слова Путина о том, что в Куликовском сражении участвовали татары с обеих сторон, подтверждает и историк, бывший депутат от «Единой России» в Саратовской области Дмитрий Чернышевский. Возможно, он вам еще известен как YouTube-блогер Савромат. Татар с обеих сторон в Куликовской битве было много. На русской стороне среди 11 имен погибших в сражении князей и важных воевод упомянуты 2 татаринов. Это Андрей Серкис и Семен Мелик. Кроме них в русском войске сражались литвины,
братья Альгердовичи, дети Ольгерда Литовского. А главным воеводом русского войска был волынец Дмитрий Боброк. В войске Мамая источники отмечают половец, кипчакское население степи, армян, фрязей, европейцев, черкасов, жителей Северного Кавказа, ясов, осетин и буртасов, исчезнувший ныне народ Поволжья. То есть мы видим, что битва не носила национального характера. Мы с нашей стороны отметим, что археологи уже установили точное место сражения войск Дмитрия Донского и темника Мамая. Это место впадения маленькой речушки Непрядва в Дон. Различные элементы ружья, остатки доспехов, военных шлемов и даже золотоордынскую монету времен хана Джанибека на этом месте тоже обнаружили. Российский археолог Олег Двуреченский является специалистом своего дела, и это именно ему довелось обнаружить артефакты, составленные с этого боя. Там есть и другие археологи. Можете посмотреть несколько его лекций в соцсетях, они там есть. Такие мифы, как, например, битва Челубея с Пересветом или численный состав войск Мамая и Дмитрия Донского в несколько сотен тысяч человек, историками и археологами, сегодня уже давно опровергнуты. По очень грубым подсчетам Двуреченского, на битве могли участвовать максимально не больше 7 тысяч человек со стороны русских князей. Численный состав мамаевых воинов реконструировать сегодня невозможно. Исторические источники о случившемся столкновении на поле у реки Непрядва сообщают сухо, не придавая этому значения. А вот уже поздние исторические сведения, которые носят литературный характер, то есть сочиненное произведение, а именно краткая летописная повесть о Великом побоище на Дону, пространная летописная повесть о Куликовской битве за Донщину и сказание о Мамаевом побоище раздувают значимость битвы, конечно, до вселенских масштабов. И все эти источники написаны уже по прошествии 150-200 лет после случившейся Куликовской битвы. Мы бы больше обращали внимание на то, как нам сегодня историки объясняют значимость случившегося события в 1380 году. Вот что говорит, например, тот же ютуб-блогер Савромат Дмитрий Чернышевский. Реальными итогами Куликовской битвы стало закрепление великого княжения Владимирского в Московском княжеском доме, а значит и роли центра складывавшегося великорусского государства за Москвой. В духовном и этническом плане, как сказал Лев Гумилев, на Куликово поле вышли владимирцы, москвичи, переяславцы, звенигородцы, а вернулись оттуда русские. Куликовская битва стала историческим проявлением рождения нового этноса. А это мнение уже звезд исторического ютуба Дмитрия Пучкова и Клима Жукова. Тем не менее, то есть битва положила начало объединения России как таковой. Причем именно вокруг Москвы, потому что именно Москва выступила главным организатором вообще всей этой коалиции и битвы в частности. Потом, в 1386 году, эта же коалиция приводила к покорности Новгород. Угу. То есть они вместе регулярно работали, регулярно выходили в военные предприятия. Дважды били татар на Воже и на Куликовом поле. Привели к покорности Тверь. Окончательно, на тот момент, по крайней мере, потому что потом там пришлось разбираться с Новгородом еще в 15 веке. Новгород был мятежный. Угу. Приводили к покорности Новгорода. То есть это была и настоящая действующая коалиция, на основании которой потом было выстроено царство целое. И центром ее была именно Москва. А вот что думает историк и сотрудник Высшей школы экономики Александр Лаврентьев, написавший книгу «После Куликовской битвы». Процесс выхода из-под политического давления и обретения собственной политической самостоятельности был довольно долгим. И вот Куликовской битве, победной битве, принадлежало в этом сражении колоссальное совершенно место, огромное. Это было первое сражение большое, выигранное коалицией русских войск, причем коалиция достаточно серьезной. Это было сражение, которое было дано, между прочим, вдалеке от московских границ. Это первый дальний выход русских армий на юг, за пределы
собственно говоря, русских земель, на юг сильной атаки. Третье, что надо сказать, и это тоже очень важно, для того, чтобы политическая борьба имела смысл, у нее должен быть лидер. Вот борьба за лидерство в русских землях после монгольского нашествия XIII века была, надо сказать, нешуточной. Проживали русские земли период раздробленности, и в этом раздробленном состоянии, само собой разумеется, о едином отпоре речь идти не могла. Должен был кто-то взять на себя лидерство, и лидерство это взяла Москва. И вот после Куликовской битвы случился очень важный перелом. Московское лидерство, и политическое, и экономическое, какое угодно, вот после Куликовской победы уже никто у Москвы не оспаривал, оно осталось у нее, собственно, на все оставшиеся уже не один век русской истории. Друзья, зрители и комментаторы, перед нами стоит непростая задача. Нужно сформировать татарский взгляд на это историческое событие, на эту Куликовскую битву. Напишите ваши комментарии и предложения и пожелания, как татары могут, должны или хотят относиться к противостоянию Дмитрия Донского и Беклярбека Мамая.